В начале рабочей поездки в Гагарский район глава государства осмотрел объекты, которые ведут хозяйственную деятельность на КПП ПСОУ. Президент также осмотрел здание пограничного отряда службы СГБ, которое было введено в эксплуатацию несколько недель назад. Старое здание пришло в негодность, стало ветхим, в нем появились трещины. В сутки в этом году пункт КПП ПСОУ переходит более 63 тысяч человек, что на 10% больше, чем в прошлом году, отметил начальник погранотряда СГБ Рустам Латипов. На пункте таможенного оформления проведены работы по строительству подпорной стены. Далее глава государства провел совещание с премьер-министром Александром Анкваб, представителями погранотряда, СГБ, ГТК, МВД. Обсуждались вопросы выявления недостатков работы КПП ПСОУ и пути их решения, а также совершенствования работы контрольно-пропускного пункта. Мы сейчас этим занимаемся. Есть недовольство отдыхающих, местных граждан тем, как организован пассажиропоток, как встречаем мы людей, как их приглашаем к машинам, что это за машины, лицензированные, нет. Вместе с местной администрацией, я думаю, в течение 2-3 недель здесь наведем порядок. Председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеце сообщил, что на пограничной территории будет построено здание таможенного оформления. На строительство выделят 21 миллион рублей. Ремонтные работы провели, довольны мы, практически все условия созданы, спальные помещения, столовая функционирует, питание нормальное, в принципе вопросов нет. Когда планируете приступить к строительству и завершить? Там какие-то шероховатости остались, вот мы согласуем с пограничной службой и с Минэком. Затем глава государства провел совещание с активом Гагарского района. Глава администрации Юрий Хагуш рассказал, что после обрушившейся на район стихии пострадали несколько сел, населенные пункты. Был организован штаб, а сотрудники МЧС работали круглые сутки. Создана комиссия по оценке ущерба, члены которой провели подворовой обход. Скоро начнутся выплаты. Помощь оказали и местные предприниматели. Всего наиболее пострадавших и нуждающихся в помощи государства свыше 400 семей. Комиссия определила степени и суммы материальной помощи. В ближайшие дни мы начнем оказывать денежную помощь наиболее уязвимой категории граждан, кто больше всех пострадал в результате стихии. Хотелось бы отметить и поблагодарить за поддержку предпринимателей района, которые с первых дней начали оказывать помощь, перечисляя средства на спецсчета пострадавших сел. Уже собрано более 11 миллионов рублей, и помощь продолжается. Чуть позже мы озвучим имена всех, кто не остался в стороне от общей беды. Поблагодарим их еще раз. Юрий Хагуш также рассказал о перспективах развития Гагарского района, о планах на будущее и их реализации. Он перечислил существующие острые проблемы в сфере водоснабжения, энергетики, нехватки школ, детских садов, спортивных залов, отсутствие качественного ремонта и оснащения медицинских учреждений, проблемы восстановления инфраструктурных объектов. Для решения всех вопросов, с которыми сталкивается район, нужно искать новые источники доходов и налогообложения. Планов много, дел много, и на все это нужны деньги. Даже при той положительной динамике налоговых поступлений, которая есть сегодня в Гагарском районе, бюджет не способен будет их все реализовать. Соответственно, нам необходимо искать новые источники доходов. Затрагивая тему апарт-отелей, глава района отметил, что в администрацию поступают заявления от различных юридических лиц на разрешение строительства, но нет законных оснований им в этом отказывать. Законопроект, представленный в Народное собрание, как я понимаю, будет способен как раз регулировать данный вид бизнеса с выгодой для государства. И он так и называется, если мне не изменяет память, закон о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов. Сегодня много полемики вокруг данного законопроекта. Я хотел бы затронуть несколько тезисов. Есть принципиальная разница в терминах продажа недвижимости иностранным гражданам и продажа жилой недвижимости иностранным гражданам. Наше законодательство уже долгие годы позволяет приобретение любой недвижимости на территории Абхазии иностранным гражданам, за исключением жилой недвижимости. Это происходит уже очень давно. А запрет на продажу жилой недвижимости иностранным гражданам как был, так и остается неизменным.
За первое полугодие план фактических поступлений налоговых платежей выполнен на 194%, что в денежном эквиваленте составляет плюс 246 миллионов 852 тысячи рублей. При плановых показателях за первое полугодие 2023 года в размере 262 миллионов 836 тысяч рублей сумма фактических поступлений налоговых платежей на 1 июля 2023 года составила 509 миллионов 688 тысяч рублей. Выполнение составляет 194%, в абсолютном выражении данная сумма составляет плюс 246 миллионов 852 тысячи рублей. Стоит отметить, что общая сумма задолженности по налоговым платежам по состоянию на 1.07.23 года составляла 299 миллионов 514 тысяч рублей. В том числе задолженность по текущим начислениям налоговых платежей составляет 14 миллионов 987 тысяч рублей. Проблемная задолженность, образовавшаяся за предшествующие налоговые периоды, составляет 251 миллион рублей. Сумма задолженности по непрошедшим перерегистрацию юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям составляет 32 миллиона 598 тысяч рублей. Руководитель гагарского филиала «Черноморэнерго» рассказал о проделанной за 6 месяцев работе. Протянуто порядка 10 километров низковольтных линий электропередачи. Из всех работ наиболее масштабное строительство 2 высоковольтных линий село Алахадзе. Действующая линия была перегружена, существовала острая необходимость увеличения мощностей. О проделанной работе также отчиталась начальник УВД Гагарского района и главврач Гагарской ЦРБ. Итоги совещания подвел президент Аслан Бжания. В Брызиге безработица порождает другие социальные проблемы. Это напрямую увязанные вещи. Поэтому мы, как молодое государство, как государство, которое непременно будет прогрессировать, мы будем и принимать лучшее, что есть, адаптировать в наших условиях с тем, чтобы сохранить свою идентичность, свою культуру и развить культуру на основе развивающейся экономики. Других целей нет. В ходе совещания обсуждались и другие вопросы, касающиеся актуальных для страны тем. Гугу Савардания, Саида Гухава, Абхазское телевидение.